Эпиграфом нашего урока послужат слова Алексея Николаевича Толстого. Глагол является основой языка. Найти верный глагол для фразы – это значит дать движение фразе. Доброе утро, дорогие ребята! Я приветствую вас на уроке русского языка. Сегодня на уроке продолжим путешествие по волшебной стране морфологии. Как мы уже знаем, в этой стране живут слова, относящиеся к разным частям речи. Телеурок. А в какой области мы остановимся сегодня и как она называется? Интересная часть речи в русском языке живет. Кто что делает, расскажет, чертит, пишет или поет, вышивает или пашет, или забивает гол, варит, жарит, моет, чистит, все расскажет нам глагол. В области под названием глагол слова, которые живут в ней, очень разговорчивы. Они любят рассказывать о том, что делают в этой стране, имена существительные. Стоит их только спросить, и глаголы тут как тут. Но надо помнить секреты глагола, точные вопросы, иначе ответа не получишь. Вот какие деловые эти слова-глаголы. А глагол всегда в работе, в напряжении и заботе, пишет, моет, убирает, шьет, рисует и читает. На вопрос, что делать, весть у него в ответе есть. Даже если отдыхает, тоже дело выполняет. Что обозначают выделенные слова? Правильно, действие предмета. На какие вопросы отвечают слова? Что делать, что сделать? К какой части речи можно отнести данные слова? Правильно, эта часть речи называется глагол. А можно ли глагол назвать самостоятельной частью речи? Конечно, можно, ведь у него есть свои вопросы. Сделаем вывод. Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы, что делать, что сделать, что делает, что будет делать, что сделает, что делал, что сделал. Запишем предложение. На склонах гор пестреют цветы. Найдите главные члены предложения. О чем говорится в предложении? О цветах. Что цветы – это подлежащее. Что говорится о цветах? Цветы что делают? Пестреют. Это сказуемое. Какой частью речи выражено подлежащее? А какой частью речи выражено сказуемое? Назовите словосочетание. Пестреют где? На склонах. На склонах чего? Гор. Можно ли связать глагол и остальные члены предложения? Конечно, можно. А какую роль при этом будет выполнять глагол? Об этом мы и поговорим сегодня на уроке. Тема нашего урока – роль глагола в предложении. Сегодня на уроке мы с вами будем формировать умение находить глаголы в тексте, определять их синтаксическую роль в предложении. Проведем наблюдение над синтаксической ролью глагола. Рассмотрим предложение. Пришла долгожданная весна. Рыхлый снег темнеет в марте. Тепло греет весеннее солнце. Подчеркнем главные члены предложения. Обозначим части речи, которыми они выражены. Пришла долгожданная весна. Что? Весна, подлежащее, выражено существительным. Что сделала? Пришла, сказуемое, выражено глаголом.
Рыхлый снег темнеет в марте. Что? Снег, подлежащее, выражено существительным. Снег что делает? Темнеет. Это сказуемое, выражено глаголом. Тепло греет весеннее солнце. Что? Солнце. Это подлежащее, выражено существительным. Солнце что делает? Греет. Это сказуемое, выражено глаголом. Итак, каким членом предложения является глагол в этих предложениях? Конечно же, сказуемым. Какой вывод мы можем сделать? Глагол в предложении выполняет роль сказуемого. Вместе с подлежащим он образует грамматическую основу предложения. Рассмотрим алгоритм действий. Чтобы глагол в предложении найти, совсем не надо далеко идти. Кто, что, предмет найди и действие его определи. Глагол всегда в движении, на месте не сидит. Он прыгает и бегает, смеется и шалит. То красит, то рисует, то песенки поет. Как маленький ребенок спокойно не живет. Дополните предложение глаголами. Запишите предложение, подчеркните подлежащее и сказуемое. Обозначьте, какими частями речи они выражены. Проверьте себя. Наш класс что делал? Ездил в горы. Там мы что делали? Собирали лекарственные растения. Собранные травы мы что сделали? Сдали в аптеку. Распознайте глагол среди других частей речи, при этом устно задавая вопрос к слову. Из каждой группы однокоренных слов выпишите только глаголы. А теперь проверьте себя. Молодцы, ребята! Я думаю, вы легко найдете слова, которые обозначают действие. А теперь спишите текст повествования, расположив предложения в правильной последовательности. Подчеркните глаголы, сказуемые двумя чертами. Проверьте себя. По муравейнику прыгал дрозд. Он разгребал лапками муравьиную кучу. Птица вытянула в стороны крылья и посидела минут 10. Муравьи быстро вычесывают все, что скопилось под крыльями, и опрыскивают кислотой. Так дрозд освобождается от насекомых-паразитов. Такие муравьиные ванны принимают многие лесные птицы. А теперь, ребята, вспомните пословицы и вставьте подходящие по смыслу глаголы. Проверьте себя. Я думаю, пословицы вам всем известны, и вы легко справились с этим заданием. Молодцы! От данных слов образовать глаголы. А теперь проверяем, не зеваем. Беседа. Что делать? Беседовать. Зима. Что делать? Зимовать. Завтрак. Что делать? Завтракать. Синий. Что делать? Синеть. Работа. Что делать? Работать. Рассказ. Что делать? Рассказывать. Смех. Что делать? Смеяться. Красный. Что делать? Краснеть. Корм. Что делать? Кормить.
Пишите текст, употребляя глаголы в подходящей форме. Проверьте себя. Наступило утро. Вот уже погасла последняя звезда. На вершине ели заиграли лучи солнца. Солнце взошло над лесом. Роса заблестела всеми цветами радуги. Под тяжестью тракторов загудела земля. Наш урок подошел к концу. Вы хорошо поработали на уроке. Сегодня вы узнали о синтаксической роли глагола в предложении. В заключение мне бы хотелось сказать, что мир знаний необъятен, и человек не должен останавливаться на достигнутом. Он должен идти дальше и дальше, совершать открытия, узнавать новое и интересное. Подведем итог урока. Дополните фразу «Я узнал», «научился» и «могу». Поднимитесь на гору успеха. Определите, какой высоты вы достигли при получении новых знаний. На следующем уроке мы с вами продолжим прогулку по области глагола и еще больше узнаем о глаголе. Телеурок. А сейчас прослушайте творческое домашнее задание. Напишите письмо своей любимой маме, вставляя подходящие по смыслу и форме глаголы. А я благодарю вас всех за внимание. До свидания, до новых встреч!